Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие зрители! Спектакль «В гостях у сказок» – это уникальный проект. Сегодня на этой сцене, наряду со звездами башкирского балета, с ведущими артистами балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета, выступят обучающиеся Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуриева, а также юные воспитанники и милые дамы, которые занимаются в студии балета и бары Гузель Сулеймановой. В прошлый наш спектакль «В гостях у сказок» смогли посетить 50 членов семей участников СФО. И нам приятно получать ответственные, благодарственные слова. И вот одно из таких писем. Комитет семей воинов Отечества Республики Башкортостан выражает благодарность за посещение спектакля «В гостях у сказок» 20 июня 2023 года в Башкирском государственном театре оперы и балета. Благодаря вашему приглашению представление смогли посетить 50 членов семей участников СВО. Это жены, вдовы, дети бойцов. Балетный спектакль «В гостях у сказок» был для наших семей особым праздником, полным волшебства, смеха и радости. Дети, как и взрослые, были пленены умелыми выступлениями артистов балета БГТО-ИБ и юных воспитанников студии Гузель Сулеймановой, яркими костюмами и красочными декорациями. Мы уверены, что постановка «В гостях у сказок» может стать прекрасным подарком еще для большего числа семей участников СВО. Поэтому мы хотели бы выразить нашу просьбу о повторном показе этого спектакля, чтобы еще большее количество семей смогли насладиться творчеством артистов и проникнуться духом волшебства, который так прекрасно ощущается во время этого балетного спектакля. Мы надеемся на ваше понимание и согласие в отношении нашей просьбы. Мы выражаем благодарность за чуткое участие в жизни семей участников СВО, за высокий профессионализм, кропотливый труд и целеустремленность. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание. Очень приятно получать такие письма, и мы рады, что можем внести частичку добра с помощью такой благотворительной акции. И сегодня в зале также присутствуют семьи участников СВО. Итак, добро пожаловать в волшебный мир балетных сказок. Ага, попался! Есть! Ну, давай, давай! Сынок, у меня для тебя хорошая новость. Я взяла билеты в театр, и завтра мы пойдем на балет «Сказку Щелкунчик». Что? На балет? Ну, мам, это же скукотища! Ну, как ты можешь судить о том, чего никогда не видел? Я думаю, что тебе должно понравиться. Там будут танцевать настоящие артисты балета. Там будет звучать прекрасная музыка. Будут красивые декорации, костюмы. Это будет настоящая сказка. А пока почитай хоть что-нибудь про балет, чтобы иметь хоть какое-то представление. Хорошо? Ладно. А я пока пойду приготовлю ужин. Так, балет «Сказка Щелкунчик» наряду с другими произведениями композитора Петра Чайковского, как «Спящая красавица», «Лебединое озеро», является настоящей жемчужиной мирового балета. Вы попадаете в волшебный мир сказки.
Меня зовут Терпсихора. Я муза танца и... Терапираси. Что? Что это за имя такое? Терпсихора. Меня зовут Терпсихора. Я слышала, что завтра ты впервые отправишься в храм искусства. Куда? Ну, в театр ты с мамой идешь, верно? Ну да. А сказки любишь? Конечно, кто же их не любит? Тогда позволь мне познакомить тебя со сказочным миром балета, чтобы ты мог оценить все великолепие этого прекрасного вида искусства. Будь добр, подвинь то кресло, оно мне мешает. Сейчас я буду творить волшебство. Ого, волшебство! Вот это да! Кому расскажу, никто не поверит. Это и вправду волшебство какое-то. Теперь ты мне веришь. Скажи мне, мой милый друг, что ты знаешь о балете? О, танец маленьких лебедей знаю, но только ни разу не видел. Да, танец маленьких лебедей из сказки «Лебединое озеро» знают все. Это первое, что приходит на ум, когда мы говорим о балете. «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского было поставлено почти 150 лет назад в Москве на сцене Большого театра России. Но, знаешь, тогда этот спектакль никому не понравился. Его посчитали скучным. Однако теперь его любят и ценят во всем мире. Кстати, танец маленьких лебедей очень сложный номер, ведь исполнители должны уметь танцевать его синхронно, то есть одинаково. Хотя сейчас ты увидишь все своими глазами. Лебедушки, выходите.
люди танцуют как одна. Как они не путаются ногами? Для того, чтобы достигнуть такого мастерства, артисты балета начинают обучаться с 10-11 лет. Нужно быть очень трудолюбивым и иметь хорошие физические данные. О, у меня есть физические данные. Не совсем то, хотя крепкие руки для артиста тоже немало важны. Еще нужно иметь хорошую выворотность и растяжку. Ну-ка, попробуй сесть на шпагат. Это все, что я могу. Физические данные можно развить, если заниматься каждый день. Именно поэтому я и сказала тебе, что в профессии балета важно быть трудолюбивым. Еще есть такие физические данные, как хороший баллон. Это значит умение высоко прыгать и как бы зависать в воздухе. Координация, вращение, хороший шаг. О, я могу сделать хороший шаг. Хороший шаг – это умение высоко поднимать ноги. Ну-ка, сейчас ты увидишь действительно хороший балетный шаг. А кто это такая? Величавая? Из какой она сказки? Это была фея Сирени из балет-сказки «Спящая красавица». Именно она помогла принцу найти свою спящую принцессу, а потом он поцеловал красавицу, и та пробудилась после 100-летнего сна. 100 лет? А мама меня называет Соней, когда я не могу рано проснуться по утрам. Скажи мне, мой сонный друг, на какую балет-сказку вы с мамой собираетесь? Кажется, на Щелкунчик. Прекрасный выбор для первого знакомства с балетом. А ты знаешь, после того, как Щелкунчик побеждает мышиного короля, они с Мари отправляются в путешествие по разным странам. Я обожаю путешествия. Хорошо. Тогда угадай страну. Там все необычно. Люди едят палочками, пишут иероглифами. Еще в этой стране есть древняя великая стена длиной в 21 тысячу километров. Это же Китай! Верно. В Китае обожают русский балет. Но у них есть и свои театры, свои артисты балета, и притом очень виртуозные. В Китае есть балерина, которая может танцевать на пуантах прямо на голове у своего партнера. Ого, не может быть! А ты посмотри потом в своем смартфоне. А сейчас Китай.
А после Китая принц Щелкунчик и Мари отправляются в страну, где очень любят балет. В школах этой страны даже есть обязательный урок балета для каждого учащегося. И даже для мальчишек? И даже для мальчишек. В этой стране самое большое количество в мире древних замков. Там готовят изысканные и вкусные блюда, а самое главное, там изготавливают ароматные духи. Догадался, какая это страна? Замки, духи. Дам подсказку. Символом этой страны является Эйфелева башня. Это же Франция! Верно, Франция. Смотрим. А как ты думаешь, зачем нужны сказки? Ну как же? Сказка – ложь, да в ней намек.
доброму молодцу урок. Ты абсолютно прав, мой друг. Каждая сказка несет в себе послание, учит нас чему-то важному. Как, например, в сказке о Золушке. Бедная девушка, несмотря на тяжелую жизнь с сестрами и мачехой, все равно остается такой же доброй и отзывчивой девушкой. Но самое главное, она не переставала мечтать. Ведь если очень сильно хочешь чего-то, то оно обязательно сбудется. И обязательно найдутся те, кто поможет. А вот и сама Золушка. «Золушка» – это французская сказка, и написал ее поэт Шарль Перро. А знаешь ли ты еще какие-нибудь сказки этого французского писателя? Что-то не припомню. Ну,
как же, а сказка про серого волка и красную... Шапочку! Ну, конечно же. А вот и сама Красная Шапочка. Волку, похоже, очень нравится кланяться. Поклон всегда был признаком почтения и уважения у королевских и знатных особ. На светских балах дамы и кавалеры кланялись друг другу. Такой поклон назывался по-особенному – реверанс. Я видел, как танцуют на балах в исторических фильмах. Да, раньше, когда не было ни телевизоров, ни смартфонов, самым большим развлечением для людей были балы. Вальс, мазурка, гавот, минуэт и многие другие танцы сейчас мы называем историко-бытовым, которому учат и юных артистов балета. А сейчас полонез.
Я теперь тоже умею делать поклоны, как королевские особы. И у тебя прекрасно получается. А ты знаешь, поклоны делали не только короли, но даже и простолюдины. Например, после исполнения национальных танцев на народных гуляниях. Такие танцы есть и в классических балетах, и называются они народно-характерные. То есть они показывают характер народа, раз народно-характерный? Ты абсолютно прав, мой друг. Народно-характерные танцы очень оживляют классические спектакли. Особенно яркие испанские танцы. Они зажигательны, динамичны и очень виртуозны. Хочешь увидеть? Конечно! Сеньоритас, por favor. Какой красивый танец, этот народно-характерный. Да, действительно, испанцы очень любят танцевать. Так они выражают свою любовь к жизни, любовь к свободе, любовь к возлюбленным. Любовь, любовь. Да, любовь. Умение любить – это самое важное качество человека. Любовь творит чудеса, и порой за самым неприглядным и даже страшным обликом может таиться доброе сердце. Как, например, в сказке «Аленький цветочек». Ты помнишь эту сказку про младшую из сестер Настеньку, которая попросила своего отца привезти ей из дальних стран волшебный аленький цветочек? И как потом ей пришлось жить у чудища страшного. Но чудище-то оказалось заколдованным принцем. Ой, смотри, а вот и сама Настенька.
Вот так, благодаря волшебному аленькому цветочку, чудище нашел свою возлюбленную Настеньку и снова стал принцем. Да уж, в сказках даже цветы необычные. В сказочных балетах цветы не просто необычные, они могут даже оживать. Как, например, в балете «Щелкунчик», где цветы танцуют вальс. Это очень узнаваемая музыка Петра Чайковского. Ты наверняка слышал ее много раз. Не знаю. Пока не услышу, не пойму. Сейчас ты не просто услышишь, но и увидишь танцующие цветы. Итак, Петр Ильич Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов. В балетных сказках танцуют не только цветы, но даже и игрушки. Танцующие игрушки? Но тут волшебства нет. Ну что В же? магазинах продаются такие игрушки. Роботы. Ну что же, давай проверим. Куколка-балетница. Так, где-то здесь должна быть кнопка включения. Странно. Ничего нет. Я понял. От нее есть пульт управления. В балетных сказках игрушки оживают благодаря волшебству музыки.
Смотри. Куколка просто прелестна. Конечно, это все красиво, но цветочки, куколки, это все как-то для девчонок. Да, хорошо. А что же тогда нравится мальчишкам? Ну, машинки, стрелялки. О, еще я люблю страшилки и ужастики. Ужастики, говоришь? Ну что же, тогда готовься ловить острые ощущения. Сейчас будут тебе ужастики. Ну что, достаточно страшно было? Да, больше не хочу. А кто это? Куда мы попали? О, это сцена из балет-сказки «Золушка». После того, как Золушка, повстречав принца на балу, убегает из дворца,
она теряет туфельку. И принц с этой туфелькой отправляется на ее поиски по всему свету и попадает сюда, к падишаху, в его гарем с восточными красавицами. Похоже, падишаху очень не нравится, когда его рабы едят. А что это за звук? Это звуки тамбуринов. Их еще называют бубнами. А принадлежат эти тамбурины итальянским, а точнее неаполитанским красавицам из балета «Лебединое озеро». А вот и они сами.
понравилось, как танцуют неаполитанские красавицы. Но я увидел и восточные, и испанские, и даже китайские танцы. Но почему нет ни одного русского танца? Конечно же, русский танец очень распространен. Это мое упущение, что я до сих пор не показала его тебе. Прошу прощения и исправляюсь. Русский танец из балета «Щелкунчик». Скажи мне, мой юный друг, а знаешь ли ты сказку про кота в сапогах? Конечно, мы ее еще в садике читали. А знаешь ли ты, что у кота в сапогах была возлюбленная белая кошечка? Нет, такого сказки не было. Будем считать, что это новая сказка «Кот в сапогах 2». Итак, дело было весной, в марте месяце.
одно из самых эффектных элементов в балете – это вращение. Ну-ка, попробуй покружиться вокруг себя несколько раз. У меня закружилась голова. Да, я знаю, и это непросто. А вот балерины могут кружиться на одной ноге 32 раза. Такое движение называется фуэте. 32 фуэте. Ого! 32 раза? Не веришь? Считай. Балерина и вправду сделала 32 оборота на одной ноге. Да, и теперь ты знаешь, как называется это движение. Да, 32 фуэте. Молодец. Вот скажи мне, девушка-балерина, а как ты думаешь, как называют мужчин, которые танцуют в балете? Легкотня, а не вопрос. Ну, конечно же, балерун! О, Зевс всемогущий, о боги Олимпа! Не наказывайте этого юношу, ибо он не ведает, о чем говорит. Мой милый друг, это абсолютно неверный ответ. Никогда больше не говори так, я тебя умоляю. Нужно говорить или артист балета, или танцовщик. Договорились? Договорились? Я просто раньше не знал. Артист балета должен быть сильным, крепким и мужественным. Ведь ему нужно суметь поднять партнершу высоко над головой и даже на одну руку. Сейчас ты увидишь адажио из балета «Щелкунчик». Тот самый, на который пойдешь завтра. В этом адажио много красивых и эффектных поддержек.
Мой милый друг, а знаешь ли ты, что я, терпсихора, не просто муза танца, но и хорового пения? Ого! А вы еще и петь умеете? Ну, конечно же. Присядь, послушай. Сынок, просыпайся. Мама! Мне приснился удивительный сон. Я теперь столько интересного знаю про балет. Вот здорово. Значит, мы все-таки идем завтра на Щелкунчик? Конечно, обязательно. Вот и хорошо. А сейчас пойдем ужинать. Мам, вот девушка-балерина, да? Да. А знаешь, как называют мужчин, которые танцуют в балете? Может быть, балерон? Ну, мам!